Представители пожарного надзора, полиции и школьной инспекции Айхала провели рейд по неблагополучным квартирам. В процессе такой работы есть возможность детально изучить условия быта жильцов, а также провести профилактические мероприятия. В очередной рейд с инспекторами отправилась Оксана Мезенцева. Очередной рейд по неблагополучным квартирам инспекторы начинают с верхнего поселка. Сразу же в подъезде одного из домов на информационном стенде инструктор пожарно-спасательной службы Наталья Балашова размещает агитационный лист. Памятка носит профилактический характер. После направляемся в так называемую неблагополучную квартиру. Представитель пожарного надзора Николай Питаев обращает внимание на выполнение требований безопасности в эксплуатации электропроводки, указывает направленные места. В подъездах бетонных домов инспекторы служб также выявляют нарушения. Устанавливаются металлические деревянные ящики для хранения каких-то продуктов. Это запрещается правилам пожарной безопасности. За это есть административная ответственность. После отправляемся в Нижний поселок. Здесь расположены деревянные дома, где по статистике в основном происходят пожары. К рейду подключаются представители полиции и школьной инспекции. Почти в каждой обследованной квартире специалисты находят нарушение правил пожарной безопасности. Оголенные провода, неправильно установленный счетчик, представляющий опасность электроприборы. Все это зачастую и становится причиной пожаров. Многие квартиры инспекторы посещают повторно. Не все жильцы оказываются ответственными. Большинство не беспокоит безопасность ни собственной жизни, ни тем более соседей. Есть и те, кто не спешит устранять нарушения. К ним применяется административная ответственность. Подобные профилактические мероприятия не только по неблагополучным квартирам, но и по всему жилому сектору, а также по объектам жизнеобеспечения были проведены и в праздничные дни. Стоит отметить, что в этот период пожаров на территории поселка не было зарегистрировано. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телерадиокомпания «Алмазный край».